Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы находимся в зале, посвященном религии зороастризма. Начинается с царя Виштоспа. Он правил на территории Бактрии, на территории современного Таджикистана в 7 века до нашей эры. Заратуштра является основателем религии зороастризма. Само слово «Заратуштра» буквально означает «владеющий желтым верблюдом». Когда Заратуштра приходит к царю Виштоспу, объясняет суть религии, царь сразу не принимает. То есть проходит некоторое время, когда царь изучает, понимает суть религии, принимает религию, и тут религия начинает распространяться среди простого народа. Постепенно охватывает религия территорию разных стран. На этой карте показаны территории 16 стран, они упомянуты в священной книге Авеста. Центром считался Орион-Вич. Это название авестийские, примерная территория современного Таджикистана. Хумата Хухтахваршта – основное учение в религии зороастризма. В переводе означает «благая мысль», «благое слово» и «благое деяние». Книга Авеста состоялась из 21 частей, охватывала все стороны бытия. То есть здесь было написано о философии, о медицине, об астрономии, об этике. К сожалению, при различных завоеваниях книга была уничтожена. И до нас дошли только 5 частей из этой книги: Ясно, Висперед, Ешты, Хурт Авеста и Вендидет. У зороастрийцев также был свой особый календарь. Зороастрийцы делили год на 12 месяцев, и каждый месяц по 30 дней. Было много различных праздников. Можно назвать 4 основные праздника по 4 временам года. Это Сада, Навруз, Тигрон и Мехргон. Сада отмечали зимой, когда было слишком холодно, делали костры, и чтобы побыстрее пришла весна и тепло. Навруз отмечали весной, как мы уже все знаем, этот праздник очень хорошо сохранился. Тигрон отмечали летом, когда была слишком жара, обливали друг друга водой, чтобы побыстрее шел дождь, и был хороший урожай. А Мехргон праздновали осенью, во время сбора урожая. Также были 4 священные стороны – это вода, воздух, огонь и земля. Поэтому, когда человек умирал, его тело на земле не хоронили, чтобы не касалось священности. Воду не бросали и не сжигали. Его тело отводили подальше от города, оставляли на холмах. И через некоторое время, когда только кости оставались, они чистили и клали внутри таких костехранилищ. Их также называют осуариями. Эти осуарии были найдены в Истаравшане, это север Таджикистана, относятся к 6-7 векам. Маленького размера осуарии были предназначены для младенцев. Данная осуария была найдена в Пинджикенте, на севере Таджикистана, относится к 6-7 векам. В середине зала представлено одно из самых больших костехранилищ, которое относится к 1 веку нашей эры. Данное костехранилище было найдено на юге Таджикистана, в Архорском районе. В свою очередь, осуарии, костехранилища, держали внутри таких дахм. На примере мы сможем увидеть, здесь показано, так держали костехранилище внутри дахма.
По зороастрийской традиции внутри помещений, в домах держали вот такие миджмары. Сверху миджмары разжигали различные растения, чтобы в комнате, в помещении придавался хороший аромат. Как мы видим, на миджмаре изображены различные орнаменты, которые носят религиозный характер. В религии зороастризма существовали две силы – силы добра и силы зла. Силой доброй возглавлял бог Ахура Мазда. Здесь мы видим фотографии 10 ангелов добра, которые защищали людей от злых духов. Вот, например, здесь ангел Михра, то есть ангел солнца, ангел света и другие. Дорогие друзья, это была обзорная экскурсия к культуре зороастризма. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь дома. Берегите себя.